Республика Ингушетия – это один из самых молодых субъектов Российской Федерации. Республика располагает значительными природными трудовыми ресурсами. Для ускорения реализации инвестиционных проектов мы намерены широко использовать возможности частного капитала. Эта работа уже начата, и я думаю, что проведение этой конференции во многом будет способствовать дальнейшим активизации работы в этом направлении. Основа экономического потенциала республики является нефтедобыча. Прогнозные запасы нефти составляют более 23 миллионов тонн. Но у нас есть основания полагать, что они значительно выше, так как в течение последних десятилетий не производились разведывательные работы. Сегодня республика, можно сказать, большая стройка, где строятся ускоренными темпами объекты столицы города Магаз, здравоохранения, социальной и коммунальной сферы, инженерной инфраструктуры. И в связи с этим в республике строятся 3 завода по производству кирпича, реализуется программа развития Кавдоламид. Сегодня Республика Ингушетия за небольшой период полностью газифицировала все населенные пункты. 100%. Только за последние несколько лет мы ввели свыше 2 миллионов квадратных метров жилья. Это значительный показатель. Следует также отметить, что совсем недавно республика занимала одну из последних позиций в стране по темпам ввода жилья, в целом по строительству. И за небольшой, сравнительно короткий период времени Ингушетия вошла в лидирующую группу по этим показателям. Эта работа тоже для нас является приоритетным направлением. Нужно отметить, что где решаются социальные проблемы, демографические проблемы, и идет активное строительство, там все должно быть направлено только на созидание, на стабильность. Конечно, это дополнительный стимул для инвесторов, чтобы приехать плодотворно, на взаимовыгодной основе работать в Ингушетии. Очень важным также для экономики республики является создание собственных генерирующих источников электроэнергии. Ингушетия, мы знаем, располагает значительным потенциалом гидроэнергии, горных рек. С учетом этого планируется строительство нескольких гидроэлектростанций на реках Аса и Армхи. Ингушетия также традиционно аграрная республика, поэтому повышение эффективности средств, вкладываемых в агропромышленный комплекс, возможно только посредством увеличения количества предприятий перерабатывающей промышленности. То есть должна заработать схема с законченным циклом производства сырья, переработка, готовая продукция. Очень привлекательным объектом в инвестиционном плане является также реконструкция существующего завода по производству спирта и алкогольной продукции, предполагающая увеличение номенклатуры и объема производимой продукции. Также важным направлением развития экономики является туристско-рекреационный комплекс. В Джейрахском районе функционирует лечебно-оздоровительный комплекс «Джейрах». Даже в советское время Джейрах считался лучшим курортом для лечения больных с заболеваниями органов дыхания. Горный воздух здесь кристально чист и насыщен целебными ионами. Мы понимаем, что для реализации наших инвестиционных предложений необходимы значительные финансовые ресурсы. Считаем, что основным может стать только, я хочу это особо подчеркнуть, государственное частное партнерство. Это для нас очень важно. С учетом этого, в целях реализации государственной политики по созданию благоприятных условий привлечения частных инвестиций совершенствуется нормативно-правовая база, предусматривающая устранение административных барьеров, предоставление налоговых льгот и государственных гарантий инвесторам, осуществляющим эту деятельность. И я просто считаю, что бизнес и эта работа должна быть прозрачная. На территории республики созданы такие условия. Создана регистрационная и лицензионная служба, торгово-промышленная палата и региональный фонд поддержки предпринимательства. Также реализация инвестиционных проектов во многом позволит республике уменьшить дотационность. Долг республики Ингушетия составлял 1 миллиард 283 миллиона рублей. Это, конечно, было большое бремя. Мы провели работу, и республика сегодня увеличивает собственные налоговые поступления. И поэтому этой проблемы уже нет. Для нас очень
актуально создать дополнительные рабочие места. Это способствует дальнейшему развитию социальной инфраструктуры, что, безусловно, значительно повысит уровень жизни населения. Это для нас самая главная задача. Для нас рождаемость или понятие демографическая ситуация – это не просто количество детей, которые появилось. Это, конечно, вопрос национальной безопасности России. Мы понимаем это так. Это для нас, для республики, очень актуально. И мы не один из первых, а мы сегодня в Российской Федерации занимаем действительно первое место по рождаемости и, что важным является, по продолжительности жизни. Такие цифры могут быть только там, где регион динамично развивается. Через территорию республики проходит участок Северокавказской железной дороги. Также параллельно проходит участок автомобильной федеральной дороги Кавказ-Ростов-Баку. На месте бывшего аэропорта, мы знаем, что это был военный аэропорт раньше, был построен в станице Орджоникидзе аэропорт Магаз. Введены в эксплуатацию многие объекты аэропортового комплекса в первой очереди. В настоящее время идет строительство объектов во второй очереди. По созданию собственного парка самолетов тоже проводится значительная работа. И также проводится работа по приданию аэропорту международного статуса. Завершение строительства даст нам очень многое. Особенно второй очереди имеет огромное значение не только для республики. Я считаю, что имеет значение и для всего Северокавказского региона. То, что будет придан статус международного аэропорту, это во многом будет способствовать действительно привлечению инвесторов, дополнительные рабочие места и в плане инвестиционной привлекательности самой республики, ну и, как я уже сказал, Северокавказского региона в целом. Я хочу особо подчеркнуть, конечно, Ингушетия имеет опыт и международного сотрудничества. Он приобретен в плане инвестиционной привлекательности. Ингушетия принята в ноябре 2005 года в Ассоциацию европейских регионов. Это очень авторитетная организация 25 стран европейских. Туда входит 250 регионов европейских. В нашей стране мы 4-й регион после Москвы, Татарстана и Самары, которые вошли в столь авторитетную организацию. Естественно, мы представляем свои проекты, и европейская организация отмечена, что Ингушетия – это очень перспективный регион. Подчеркнуто международными организациями, что Ингушетия – это молодая, развивающаяся республика, представляет широкие возможности предпринимателям в освоении своего рынка. Достаточно даже привести пример последней поездки в Германию, Турцию. Эти инвесторы, они уже приехали в Ингушетию работать. Последняя поездка в Иорданию, где эксперты иорданские тоже проявили огромный интерес к тем проектам, которые предложила Ингушетия. И ряд других стран. Италия, наши партнеры из стран и бывших Советского Союза, наши друзья, я бы сказал, это и Украина, Беларусь. Я хочу подчеркнуть, что мы поддерживаем тесные деловые контакты и с инвесторами, со странами СНГ. И это очень важно. А работая в этом направлении, в инвестиционном, мы можем уже говорить о том, что эта работа, она значительно возрастает, и она способствует стабильности в целом и в регионе. И в настоящее время мы можем в республике говорить о том, что практически сформирован благоприятный инвестиционный климат. И это очень важно. Завод, единственный в стране, масштабом. Есть заказ у нас, и инвесторы на 5 миллионов уже пошли, Южнокорейская, Global Tex. Значит, вот завод электромашинных двигателей, 30 изделий, это насосы, также тоже есть заказ. Это вода, которая
Хороший. Вот. И, значит, по цифровому телевидению. Приступили совместно РТРС и Мурат Магомедович с Геннадием Шкляром договорились, привлекли компанию Global Tech корейскую, чтобы начать выпуск цифровых приемников. Сейчас в России хватилось порядка 15 миллионов штук. И вы, наверное, начали производить? Начали вот уже сейчас опыты. Сколько стоит? Будет стоить свыше $50, но не больше 60. Мы сделаем для населения дешевле. Дешевле, да. Хорошо. Увеличение производства. И вот эти антенны. Вот мы обустройство приграничных. Все строится.